И я хочу отметить, что в Таджикистане за время нашей деятельности мы поддержали уже 1000 проектов, 1000 предпринимателей. Это были и индивидуальные предприниматели, маленькие компании, и юридические лица. Очень часто компания думает, что нужно только финансы получить, и все остальное мы знаем сами. Но практика показывает, что не всегда только финансовых ресурсов достаточно, чтобы компания успешно развивалась. В результате успешного этого взаимодействия, когда заканчивается проект, мы возвращаем на счет клиентской компании от 50 до 75% от стоимости услуг. Если вы владелец фабрики, но вы не хотите и не готовы к изменениям, к инновациям, проект не будет успешным. Все зависит всегда от руководства. Очень часто женщины начинают бизнес, потому что сложная экономическая, социальная ситуация в семье. И очень часто им не хватает образования, навыков, знаний, им не хватает поддержки. Бизнес-среда – это новый цикл подкастов Академии трех медведей. Он создан специально для малого и среднего бизнеса. Будет выходить 2 раза в месяц по средам. Ничего, кроме полезного контента. Все то, что можно применить на практике. Этот выпуск веду сегодня я, Зибота Джибаева, и Фарход Холматов. В гостях у нас Ситора Бабаджанова, директор программы консультаций для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. Здравствуйте, Ситора. Здравствуйте, Зибо. Здравствуйте, Фарход. Здравствуйте, Ситора. И начнем сразу с самого главного. Что такое программа консультаций для малого бизнеса и что в нее входит? В Европейском банке реконструкции и развития есть группа, которая называется группа финансирования и развития малого бизнеса. Наша программа называется «Консультации для малого бизнеса». Она работает во всех странах деятельности банка. На сегодняшний день их уже 37. В Таджикистане она начала свою работу в 2007 году. Целью этой программы является развитие малых и средних предприятий в Таджикистане через поддержку консультационных проектов и развитие рынка консалтинга, потому что рынок консалтинга в Таджикистане очень молодой и тоже активно развивается. В рамках нашей программы мы можем поддержать компании, которые еще совсем небольшие, но стремятся к росту, как и те компании, которые уже достигли определенных высот в развитии своем, достаточно узнаваемы на рынке, но хотят выходить на экспорт, на новые международные уровни и масштабировать свой бизнес. Для консультантов, для того, чтобы повышать потенциал местных консультантов, мы проводим различные тренинги, и у банка есть своя программа, которая называется «Развивай свой консалтинговый бизнес». Она рассчитана как на совсем новичков в этой сфере, так и на уже продвинутых консультантов, которые имеют большой опыт. И я хочу отметить, что в Таджикистане за время нашей деятельности мы поддержали уже 1000 проектов, 1000 предпринимателей. Это были и индивидуальные предприниматели, маленькие компании, и юридические лица. И что отрадно отметить, что больше 70% нашего портфеля, то есть тех проектов, которые мы реализовали, они находятся вне Душанбе. Таким образом, мы покрываем и регионы, области, и даже отдаленные сельские регионы. А вообще это зачем банку? Вы знаете, этот вопрос нам очень часто задавали, особенно когда мы только начали работать в 2007 году, и предприниматели, обращаясь к нам, всегда говорили: а почему вы поддерживаете просто так, зачем вам это нужно? Я объясню. Дело в том, что Европейский банк реконструкции и развития это в первую очередь банк развития. Поэтому это немножко больше, чем просто финансирование. И наряду с предоставлением кредитных линий, финансовых продуктов для бизнеса, банк предоставляет, скажем, такую техническую помощь и доступ к знаниям, как мы говорим, ноу-хау. Потому что, знаете, очень часто компания думает, что нужно только финансы получить, и все остальное мы знаем сами. Но практика показывает, что не всегда только финансовых ресурсов достаточно, чтобы компания успешно развивалась. Я могу привести пример. Например, предприниматели закупают оборудование, но недостаточно четко просчитывают, насколько оно быстро может окупиться, насколько это оборудование энергоэффективно, поможет ли им в итоге сократить это прямые расходы, то есть в затрате электроэнергии, в производстве особенно это важно. Бывают такие случаи, когда компания производит новый продукт или услугу, но она не знает свою целевую аудиторию, она не знает, кто ее потенциальный покупатель, она не знает, какие похожие продукты есть на рынке, какие цены существуют на рынке.
И таким образом у нее недостаточно знаний и навыков для того, чтобы принимать качественные и своевременные решения. И в таких случаях, конечно, прибегают к помощи консультантов. Консультанты – это уже такие, знаете, как новые глаза, новое мнение, новое видение и новые рекомендации для бизнеса. То есть фактически, если я хочу купить оборудование, мне ваш консультант поможет правильно его выбрать. Конечно, консультант поможет прежде всего проанализировать, какое оборудование нужно, да, для того, чтобы вы, допустим, производили новый вид конфет или новый вид бытовой химии продукции. Да? То есть консультант, он проанализирует вашу деятельность, он посмотрит, какие есть технологии на сегодняшний день, какие более приемлемы вам, подскажет, поможет выбрать. И все это будет делать он в виде рекомендаций для того, чтобы предприниматель принял правильное решение в итоге. Какие средства ему потратить на то или иное даже оборудование. Какой именно бизнес может получить, скажем, кредит или грант? Но прежде всего я хочу отметить, что это не кредит, это грант. Это грант, который выплачивается компании для возмещения стоимости консультационных услуг. И это грант на развитие компании. Я объясню на простом примере. Допустим, бизнес развивается, производит, скажем, конфеты, да? И хочет их успешно продавать на рынке, а на рынке, как вы знаете, конкуренция большая, на прилавках магазинов десятки различных видов конфет. И компания понимает, что для того, чтобы быть успешной и делать хорошие продажи, ей нужно изучить рынок, понять, какой у нее целевой сегмент, кто будет покупать эти конфеты и как их продвигать, как их продавать. Нанимается консультант, и работа консультанта, она стоит денег, потому что консультация – это тоже бизнес. И, естественно, эти деньги нужно оплатить за работу получить. И вот в результате успешного этого взаимодействия, когда заканчивается проект, мы возвращаем на счет клиентской компании от 50 до 75% от стоимости услуг. Таким образом, компания получает профессиональную помощь, но немножко экономит свои средства. И этот грант, он на развитие. Я хочу отметить, что все инициативы банка поддерживаются, то есть с фондов, который называется Глобальный фонд поддержки бизнеса, и в него вкладываются средства как банка самого, так и многочисленных доноров. И мы всегда очень признательны нашему долгосрочному партнерству с донорами. В Таджикистане такими донорами являются в данный период времени государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, Европейский Союз и фонд финансирования женщин-предпринимателей Wi-Fi. А консультанты могут быть как местные, так и зарубежные. И я могу выбрать их самостоятельно? Да, консультанты могут быть и местные, и зарубежные. Все зависит, во-первых, от потребностей компании, от того, какой вид услуги ему нужен. Все зависит от того, какая экспертиза нужна. Если это узкоспециализированное, допустим, просто разработать бизнес-план или внедрить программное обеспечение, да, разработать специально, или провести исследование, разработать бренд, то мы привлекаем местных консультантов. И приоритет обычно дается местным консультантам. Но если нет достаточной экспертизы, мы смотрим дальше. У нас есть большая сеть экспертов в ЕБРР, и мы можем привлечь консультантов из близлежащих стран. Например, у нас был опыт привлечения из Кыргызстана, Казахстана, Украины, России и даже дальнего зарубежья. Таким образом, и местные консультанты, и международные могут увлекаться в проект. Но все будет зависеть от нужд самой компании. То есть я составляю бизнес-план, Да. открываю там конфетную фабрику, я прихожу к вам, говорю, вот мой бизнес-план, я хочу открыть фабрику, но у меня нет денег. Вы мне дадите? Если говорить о программе консультаций для малого бизнеса, вы, скорее всего, придете к нам, когда нужно будет разработать этот бизнес-план для приобретения, допустим, для покупки оборудования. Да. Допустим, вы хотите производить новую продукцию, для нее нужно соответствующее оборудование или технология. Естественно, это затраты, да, ваши на инвестирование в новую продукцию. И вам нужно разработать бизнес-план. Вам нужно узнать, что происходит на рынке, вам нужно сделать расчеты, вам нужно посчитать,
как скоро окупится ваша инвестиция в новое оборудование, в новый продукт, и вы обратитесь к нам и скажете, что вам нужно разработать очень такой хороший детальный бизнес-план. То есть первоначально я должен вложиться? Да, вы обратитесь к нам, мы поможем вам найти грамотного профессионального консультанта. А как мы это делаем? Мы, как я отметила, у нас есть база данных. Мы вам предложим нескольких, кто есть в базе данных, кто имеет опыт по составлению и написанию бизнес-планов. Вы самостоятельно переговариваете, выбираете, определяете сроки выполнения работ, сколько это будет стоить, и принимаете решение, потому что решение остается за вами. После того, как вы приняли решение, мы уже начинаем проект, и всю работу по проектному менеджменту мы берем на себя, чтобы вы не чувствовали это такое бремя рутины, да? И мы вместе с вами идем в этом проекте. И когда вам консультант, которого вы пригласили, выдаст на выходе разработанный бизнес-план, который отвечает вашим потребностям, вы ему оплачиваете стоимость услуг 100%, и мы вам возвращаем вашу часть. И размер нашей субсидии зависит от размеров компании, которая к нам обращается, и от вида запрашиваемых услуг. То есть у нас есть матрица, по которой мы определяем, это будет 50%, 65% или 75% и так далее. То есть все это обсуждается индивидуально при обращении к компании. Фарход, если ты решил обратиться, сначала тебе нужно сделать фабрику, а потом только прийти, потому что тут речь идет уже о готовом бизнесе. Так ли? Да, для того, чтобы участвовать в нашей программе, есть критерии для тех компаний, кто может обратиться. Для этого нужно, чтобы у компании как минимум было уже 2 года деятельности, как вы, Зибо, подметили, то есть компания уже работает, она генерирует доход, и ей нужен рывок в развитии, да, или ей нужно решить определенные задачи, связанные с ее ростом. Мы работаем с компаниями, у которых преимущественно местный капитал, то есть это 51 и более процентов принадлежащих гражданам Таджикистана, поскольку мы нацелены на развитие таджикского бизнеса. Мы работаем с компаниями, так как это малый и средний бизнес, в которых количество сотрудников не превышает 250 человек. То есть это может быть от 3-4, когда очень маленький бизнес, и до 250, если это уже производство или торговые сети, например. И также нам очень важен такой момент, как приверженность руководству, потому что если вы владелец фабрики, но вы не хотите и не готовы к изменениям, к инновациям, проект не будет успешным. Все зависит всегда от руководства. И еще один немаловажный момент для нас – это высокая степень репутационной надежности. Мы работаем с бизнесом, который чтит свою репутацию и ведет добропорядочную деятельность. Когда есть соответствие этим критериям, мы можем рассмотреть обращение на участие в проекте. Но не всегда, да, можете сказать? Не всегда можем сказать «да», если нет соответствий, но большая часть обращения, она все-таки выходит в проекты. То есть это только с ООО, да, вы работаете? Нет, мы работаем и с индивидуальными предпринимателями. Для нас главное, чтобы бизнес был официально зарегистрирован. Либо это свидетельство о регистрации Шаудат Нума, либо это юридическое лицо ООО, как компания уже с персоналом. Сколько длится вообще один проект в среднем? Там, может быть, Вы полгода, знаете, год? таких ограничений строгих, единых для всех проектов не существует. Опять-таки потому, что каждый проект уникален, и он зависит, срок реализации зависит от объема работ, которые должны выполнить. И если, например, мы говорим о проекте, допустим, по созданию бизнес-плана, по исследованию рынка, внедрению IT-решений для бизнеса, то в среднем это несколько месяцев, чаще это 2-4 месяца работы. Но в тех случаях, когда мы работаем с более компаниями такого среднего масштаба, которые выходят на международный уровень, начинают экспортную деятельность или резко масштабируют бизнес, тогда компаниям очень часто нужно
нужны консультации сразу в нескольких сферах стратегических. То есть это первое стратегическое видение развития компании, второй блок может быть финансовое управление, когда уже большие потоки, да, ресурсы, которыми нужно управлять. Это может быть операционная деятельность и маркетинг и продажи. То есть может быть 3-4 блока, которые необходимо сразу покрыть. И в таких проектах обычно срок реализации он более длительный. Они бывают от 12 месяцев и более, и консультант может приходить в компанию, делать рекомендации, которые нужно выполнить до его следующего визита. Как правило, в таких проектах мы привлекаем уже международных экспертов. Ситора, а по сумме вообще есть какие-то ограничения? То есть я могу запросить, найти крутых экспертов, которые будут стоить прям очень дорого, но при этом будет оправдано расходы. По сумме гранта есть ограничения. Для одной отдельно взятой компании сумма гранта не может превышать 10 тысяч евро. И, в принципе, для таджикского рынка это достаточно такая реальная сумма, обоснованная, и в рамках этой суммы мы даже можем поддержать 2 или 3 раза одну и ту же компанию. Опять-таки, в зависимости от реальных потребностей. Но вот это очень хороший момент, связанный со стоимостью проектов. Прежде чем вовлекать консультантов в проекты, мы их, скажем так, вносим в нашу базу данных, и этот процесс называется преквалификация. То есть мы для того, чтобы быть уверенными, что услуги будут качественно оказаны, мы смотрим профайл компании, мы смотрим, какие проекты они уже реализовали до нас, мы смотрим, какая есть команда экспертов, насколько они сильны в своей области. И мы также смотрим, какие на рынке на сегодняшний день есть такие средние ставки работы консультантов в день, для того, чтобы бюджеты проектные были максимально обоснованными. А какие были такие успешные кейсы? У нас очень много успешных кейсов, о которых мы всегда очень с гордостью говорим в наших презентациях, на наших мероприятиях. И знаете, вот если говорить о кейсах, мы через год после каждого проекта мы оцениваем, насколько он был успешным. И по нашей оценке более 85% проектов оценены как высокоуспешные. Это значит, предприниматели говорят, что они остались довольными от того, что они поработали с консультантами. А какой кейс можете назвать? Да, если говорить о кейсах, я, пожалуй, приведу 3 примера интересных. Один пример – это предприниматель, который начинал свою деятельность как индивидуальный предприниматель, и это был маленький семейный бизнес, в котором работали несколько братьев, сестра, мама. И все начиналось. Компания, она на сегодняшний день хорошо представлена в супермаркетах. Это продукция под брендом Баракат. Компания занимается производством сахара, рафинада и фасовкой различных круп и орехов. И бренд Баракат, то есть Баракат на сегодняшний день хорошо замечается на прилавках супермаркетов. Первое обращение этой компании было к нам, когда предприниматель решил, что ему нужна, знаете, такая более новая упаковка, новый дизайн для того, чтобы выделиться на прилавке, где масса различной аналогичной продукции импортируемой в Таджикистан продается. Мы поддержали проект по разработке дизайна упаковки. Он успешно был реализован. Чуть позже компания уже генерировала больше доходов, и предприниматель обратился к нам, говорит: вы знаете, мне уже трудно управлять компанией. Есть потоки, есть сотрудники, становится сложно, и мне нужно что-то менять. И мы поддержали проект по внедрению программного обеспечения, которое так и называлось «Управление небольшой фирмой». И благодаря внедрению этого программного обеспечения предприниматель, директор уже вот маленькой компании, он стал лучше управлять, видеть, как распределяются его финансовые ресурсы, доходы, расходы. Он стал лучше управлять своими подчиненными. И это было нелегко, потому что это был семейный бизнес, да, как бы сестра и брат, это очень трудно. И также он стал хорошо уже видеть, кто у него клиенты. И это помогло развитию бизнеса. И уже более позже предприниматель вырос достаточно хорошо.
На сегодняшний день это уже такая не микробизнес, а, скажем, такой хороший малый бизнес, переходящий в средний. И компания обратилась к нам с вопросом касательно пищевой безопасности, потому что это продукты питания, и это очень важно. И уже на этом этапе мы привлекли иностранного специалиста, отраслевого эксперта, который знает бизнес в аналогичных компаниях, но в других странах, который подсказывал ему, как вообще, что такое вообще эта концепция пищевой безопасности в производстве. И благодаря проекту предприниматель побывал в Японии в аналогичных производственных компаниях и увидел, что такое на самом деле философия вот эта японская, да, бережливого производства и постоянного улучшения. И когда он приехал в Таджикистан, он просто был вдохновлен на все эти инновации и изменения. Это был такой очень успешный проект. Другой пример я хочу привести, это сеть образовательных центров, которая для своей целевой аудитории сегодня уже достаточно известна. Это компания Аркон, образовательные курсы для школьников. И компания обратилась к нам сначала для того, чтобы улучшить свою систему учета. Мы внедрили решение на базе 1С. Позже компания обратилась для разработки веб-сайта, для того, чтобы взаимодействовать с своей аудиторией потенциальной. И уже на этапе, когда развивалась сеть компании, появились филиалы, мы помогли с улучшением структуры управления, что было очень актуально. И еще один пример очень интересный, это компания Фортуна, которая очень давно занималась только импортом готовых дверей. Но со временем они решили начать свое производство, что очень немаловажно, потому что создаются рабочие места в стране. И начали свое собственное производство дверей в Таджикистане. Но перед тем, как начать это производство, вот как я отмечала, нужно знать рынок. И компания обратилась к нам с тем, чтобы мы помогли ей в изучении рынка. Мы привлекли консультанта, они изучили рынок, получили информацию и поняли, в каком направлении им работать. Чуть позже встал вопрос о приобретении оборудования, и на это нужны были средства. Компания обратилась к нам еще раз, мы поддержали разработку бизнес-плана, и благодаря хорошему бизнес-плану компания получила кредитование в ЕБРР, закупила оборудование и начала производство дверей. Чуть позже она начала производство мебели. И на сегодняшний день эта компания уже группа, в принципе, нескольких полноценных подразделений, которые работают самостоятельно. И она достаточно известна становится в Таджикистане. Это компания Арча. А еще я хотела сказать очень интересные факты. Через год после завершения проектов мы проводим оценку, потому что нам очень важно увидеть, какой вклад внес проект в развитие компании. Дело в том, что консалтинг – это не осязаемый продукт, да, и его результат невозможно почувствовать сегодня или на следующий день. Для того, чтобы увидеть результат консалтинга, нужно время. И вот через год мы оцениваем проекты, и помимо того, что каждый проект имеет свои очень специфически обозначенные показатели, которые мы прослеживаем, мы также смотрим, насколько компания развивается, как увеличивается ее доход, как она растет. И по нашим данным, на основе оценки, которую мы уже провели, порядка 80% компаний отметили, что они увеличили годовой оборот, увеличили свой доход. 51% компаний заявили о том, что они увеличили количество сотрудников. И это очень важно, значит, в стране создаются рабочие места. И порядка 20% компаний, с кем мы работали, отметили, что получили доступ к финансированию как с ЕБРР, так и из других финансовых институтов. Вот таких проектов очень много, и на самом деле очень много можно о них рассказывать, но это действительно хорошая история успеха. То есть они не по одному разу могли обратиться Да. к вам, и если Да. это все правильно поэтапно выставлено? Да, конечно, могут обратиться один раз, могут два, могут три. Ограничения есть? 4, 5? Мы максимум поддерживаем 3 компании, потому что мы работаем на весь рынок таджикский, да, и мы хотим охватить как можно больше компаний, которым мы можем быть полезными. А сколько в год примерно обращаются? Но в среднем в год мы делаем порядка 60 проектов с предпринимателями. Супер. Вы затронули вопрос сначала были у Бараката, да, были местные консультанты, потом иностранные. Тут один есть момент, когда возникает
Иностранец может не понимать всю специфику рынка, да, потому что тут же надо учитывать менталитет, культурные особенности, традиции и прочее. А местному консультанту, ты так с толикой сомнения, да, относишься, чем он может помочь? Типа, я же всех знаю. Да, на самом деле бывают такие мнения, что, да, иностранец, откуда он знает, как у нас тут что работает, и также бывают и сомнения, а местные, допустим, нам не подходят, у них мало опыта, и нам так часто предприниматели говорят. И я хочу сказать, что такое мнение, оно иногда стереотипно, а иногда оно достаточно объективно обосновано. Поэтому мы очень внимательно подходим к подбору консультантов для того, чтобы вот этого такого негативного мнения потом в результате не сложилось. Но, знаете, я хочу отметить, что и иностранная экспертиза зачастую может быть полезна. Объясню почему. Потому что когда, например, компания, да, допустим, это реальный пример был, компания развивается в секторе розничной торговли, и есть торговая сеть. Компания достаточно хорошо работает, и бизнес хорошо идет, клиенты лояльны, и все очень так, всегда есть хороший ассортимент. Но это то, что видим мы как потребители. Но в то же время менеджмент компании понимает, что для того, чтобы вот эту вот позицию сохранить на рынке, им нужно повышать навык и понимание управления бизнесом в рознице, потому что здесь очень много специфики. Нужно правильно работать с поставщиками, нужно правильно работать с дистрибьюторами, нужно правильно выстраивать в магазине, да, систему мерчендайзинга, как располагать товар. Более того, нужно правильно управлять категориями отдельных видов товаров, которые мы с вами видим на полках магазинов. И вот в таком проекте, например, мы привлекли эксперта из Болгарии, которая вообще никогда не была в Таджикистане, но она имела огромный опыт работы в международных торговых сетях, достаточно известных в мире. И она знала эту специфику изнутри. Она была частью этого бизнеса на топовых позициях. И она, приехав в Таджикистан, передала этот ценный опыт, как работать в торговой сети. Или был проект, когда, вот опять-таки касательно производства дверей, когда нужно было правильно подобрать технологию производства, оборудование, да, там как красить дверь. И мы пригласили эксперта из Украины, который имел опыт работы в аналогичном бизнесе. Как правило, это эксперты, которые являются либо владельцами, главными управляющими в таких же компаниях и знают эту всю специфику изнутри, все ее нюансы. Поэтому иностранная экспертиза бывает очень полезной, когда она актуальна и применима. Ну а по изучению рынка вы же используете в основном Да, местных здесь мы клиентов? привлекаем в основном местные консалтинговые компании, поскольку здесь уже больше такая идет местная специфика, и консультант делает краткосрочную работу, он выходит, как сказать, в поле, собирает информацию, обрабатывает, если нужно, организовывает фокус-группы или интервью проводит, или анкеты, разные методологии, но в результате он собирает информацию, анализирует и выдает продукт компании, который показывает, кто на рынке есть, сколько стоит, кто покупает, что покупает и куда двигаться дальше. Банк очень активно поддерживает женское предпринимательство. А можно об этом чуть подробнее? Потому что, в принципе, сейчас женщин-то очень много стало в бизнесе. Да, в Европейском банке реконструкции и развития есть несколько таких флагмановских специализированных программ. Есть женщины в бизнесе, есть молодежь в бизнесе, есть Star Venture для стартапов. И в разных странах работают разные программы. В Таджикистане пока реализуется «Женщины в бизнесе». Мы ее запустили в конце 2017 года. Успешно реализуем. И в рамках этой программы мы работаем с компаниями, где владельцами и руководителями являются женщины. И помимо
доступа к получению кредитов через наши партнерские институты. Помимо индивидуальных консультационных проектов, мы предоставляем доступ к тренингам по улучшению навыков управления финансами, становления лидерских качеств, внедрения IT-технологий и многое другое. И предоставляем им доступ к онлайн-инструменту, который называется «Бизнес-линза». Это инструмент самодиагностики бизнеса. Ответив на некоторые вопросы, участница может понять, где находится ее бизнес в области маркетинга, в области управления ресурсами человеческими, в области управления финансами, и для себя определить, в каких областях нужно расти. И очень таким значимым компонентом этой программы является проект «Менторинг для женщин-предпринимателей», который мы уже 3-й год успешно проводим, и в нем сейчас задействованы 50 предпринимателей. Это уникальная программа, которая предоставляет возможность участникам работать в паре с успешными предпринимателями. То есть это такой, знаете, практический опыт взаимодействия, когда успешный предприниматель делится своим уже практическим опытом, который он прошел, достиг результата в своем бизнесе и может рекомендовать уже такие хорошие инструменты своей менти. Это колоссальная экономия времени, чтобы не пройти те же ошибки, которые можно избежать, и это большая кладезь знаний, которые получают участницы. И вот таким образом в рамках проекта мы способствуем развитию вот этого сегмента, потому что очень часто женщины начинают бизнес, потому что сложная экономическая, социальная ситуация в семье. И очень часто им не хватает образования, навыков, знаний, им не хватает поддержки, им не хватает вообще понимания бизнес-среды. И вот эта программа комплексная, она позволяет им улучшить свою сеть деловых контактов через общение, через участие в программах и реализовать свой потенциал. А как попасть в эту программу, как стать участницей? В принципе, точно есть? Так же, да, как и согласно критериям, которые я озвучила, просто к ним добавляется один, что женщина является руководителем компании и человеком, который принимает решения. Достаточно ли консультации, только чтобы сделать шаг вперед? Вы знаете, консультации, конечно, это очень важная составляющая, но я бы сказала, что для того, чтобы сделать шаг вперед, очень важно, чтобы руководство было к этому готово, чтобы оно хотело изменений, хотело инноваций. Потому что, вы знаете, это как поход к врачу, да, к высококвалифицированному, когда мы приходим, говорим, что нас беспокоит, и врач, мы проходим какие-то тесты, врач изучает нас, спрашивает и дает нам схему лечения, да, и один вопрос, что мы приходим домой, эту схему откладываем, забываем про нее и дальше болеем. А другой вопрос, как мы ее применяем согласно прописанным назначениям и выздоравливаем. Поэтому только консультация сама по себе – это еще не залог успеха. Нужна отдача со стороны компании. А если не будет такой отдачи, как банк будет реагировать на это? Если такой отдачи не будет, вот, как я говорила, мы через год делаем оценку проекта, и если мы видим, что такой отдачи не было, конечно, на это повлиять сложно, но это будет означать, что проект недостаточно успешен, и навряд ли мы второй раз с этой компанией будем работать, если она обратится, потому что для нас очень важна составляющая, как вовлеченность руководства в проекте, без которой успех сложно достичь. Какие еще интересные продукты представляет ваша программа? Помимо того, что мы поддерживаем индивидуальные консультационные проекты, мы также предоставляем доступ к знаниям через проведение тренингов. И эти тренинги есть как и для предпринимателей, так и для консультантов, и они очень важны, потому что через тренинги они получают новые инструменты, новые знания, актуальные для ведения бизнеса. Вот мы в том году, кстати, как в рамках кризисной поддержки для предпринимателей, банк разработал новый пакет тренингов онлайн,
Это у нас называется Know-how Академия, в рамках которой разработана серия, состоящая из 6 модулей. Все тренинги можно проходить онлайн, и они охватывают такую большую одну тему – кризис-менеджмент, и в ней есть несколько составляющих. Финансирование фирмы, управление персоналом, работа с клиентами, с поставщиками, экспорт и так далее. И эта платформа, этот тренинг, он доступен в свободном доступе онлайн для любых желающих предпринимателей. Она будет находиться в свободном доступе до конца мая, и любой желающий может воспользоваться. Ссылка, кстати, будет на Академию в описании к нашему подкасту. А после мая вы ее просто закроете или сделаете ее доступной только своим участникам? А участникам, конечно, мы ее тоже будем предлагать, потому что все, кто к нам обращаются, мы всегда предлагаем имеющиеся у нас инструменты и всегда анонсируем наши тренинги. Но мы на этот год запланировали тоже очень много мероприятий. Мы будем делать серию мероприятий по экспортному развитию, мы будем делать серию мероприятий по внедрению принципов зеленой экономики. Мы будем проводить неделю консалтинга для стартапов, поэтому очень много будет полезной информации, и я хочу призвать всех предпринимателей, которые будут смотреть эту передачу, активно следить за нашими новостями. Мы часто анонсируем наши мероприятия на страничке консультации для малого бизнеса в Facebook, мы делаем рассылки, мы оповещаем через наших партнеров, и поэтому можно всегда принять участие. Да. Для стартапов отдельных каких-то еще программ поддержки сейчас нет? Но на сегодняшний день пока это общая программа консультаций для малого бизнеса. Если мы говорим о стартапе, здесь тоже можно понимать, что компания, которая работает 2-3 года, это своего рода тоже еще стартап. Поэтому если есть 2 года, такой стартап мы можем просмотреть и поработать. 2 года. Время летит быстро, год пройдет стремительно, и возможно, когда вам станет исполниться 2 года, я думаю, что, возможно, вы какие-то увидите для себя новые стратегические задачи, в которых мы можем быть полезны и можем принять участие, и, возможно, вы примете решение обратиться в проект. Обязательно, тем более у нас есть опыт. Серия подкастов финансируется Фондом поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития, который поддерживает Италия, Япония, Корея, Люксембург, Норвегия, правительство Швейцарии, Швеции, США, Тайвань, бизнес, Фонд технического сотрудничества. Спасибо большое, Сидора. Спасибо, Зибо. Спасибо, Фарход.